Здравствуйте! Вы смотрите «Дорожный патруль» на башкирском спутниковом телевидении. Сегодня в выпуске. В Чекмагушевском районе погиб мужчина за рулем манипулятора. В Благоварском районе в столкновении с фурой скончался водитель из соседней области. В Гуфурийском районе произошла смертельная дорожная авария с участием автомобиля под управлением водителя без прав. В Стерлитамакском районе в столкновении отечественных автомобилей оборвались сразу две жизни. В Давлекановском районе из-за ссоры во время движения на автомобиле погибла невеста водителя. Сотрудники ГИБДД Уфы обнаружили у мужчины за рулем маршрутного автобуса поддельное водительское удостоверение. Это и многое другое смотрите прямо сейчас. В Чекмагушевском районе мужчина за рулем манипулятора погиб в ДТП. В ночное время на улице Западная села Новоуктово 49-летний уфимец, управляя манипулятором Mitsubishi Canter, совершил наезд на припаркованный справа фредлайнер Коронадо. В результате аварии водитель Mitsubishi скончался от полученных травм в карете скорой помощи при транспортировке в больницу. Уважение к другим участникам дорожного движения, высокая концентрация внимания на дороге, трезвое вождение, добросовестное соблюдение правил дорожного движения – это залог безопасности вас и ваших близких. В Благоварском районе в столкновении встречных транспортных средств погиб один из водителей. На 1402-м километре трассы М5 Урал столкнулись «Лада Гранта» под управлением 43-летнего жителя Благовещенского района и грузовой «Форд Транзит». По информации пресс-службы ГИБДД Республики Башкортостан, в результате ДТП мужчина за рулем «Лады» скончался на месте. Второй водитель с травмами был доставлен в больницу. В том же Благоварском районе в столкновении с фурой, груженной 15 тоннами кондитерских изделий, погиб водитель из соседней области. На 1377-м километре автодороги М5 Урал столкнулись грузовик МАН под управлением 60-летнего жителя Алтайского края и встречный «Шевроле Лачетти», за рулем которого находился 70-летний житель Челябинской области. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. В тот же день в Гуфурийском районе произошла еще одна смертельная дорожная авария с участием автомобиля под управлением водителя без прав. На 6-м километре автодороги Цапаловка-Стерлитамак 21-летний житель Салавата за рулем автомобиля «Лада Ларгус» допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии водитель скончался. Его 22-летний пассажир был доставлен в больницу. Дорожная авария со смертельным исходом произошла в Благовещенском районе. На 49-м километре автодороги Уфа-Янаул 34-летняя жительница Благовещенска за рулем автомобиля Kia Picanto при повороте не уступила встречному КАМАЗу и столкнулась с ним. В результате ДТП женщина погибла на месте. Также смертельное ДТП зарегистрировано и в Альшеевском районе. На 80-м километре автодороги Стерлитамак-Раевский 22-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта. В результате аварии водитель скончался на месте. А в Стерлитамакском районе в столкновении отечественных автомобилей оборвались сразу две жизни. На 25-м километре автодороги Стерлитамак-Салават столкнулись встречные автомобили «Лада Гранта» и «Лада Приора». В результате ДТП водитель Гранта и его пассажир скончались до приезда скорой медицинской помощи. Водитель Приоры был доставлен в больницу. И в Янаульском районе дорожная авария забрала человеческую жизнь. На 35-м километре автодороги Янаул-Нефтекамск столкнулись «Шевроле Нива» и «Хёндай Солярис». В результате ДТП водитель «Шевроле» скончался на месте. Обгоняя в запрещающих местах или перед близко идущим транспортом, помни, ты каждый раз крутишь барабан и испытываешь удачу. В Белорецком районе на 118-м километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк
64-летний водитель за рулем грузовика «Скания» не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель скончался на месте. В Давлекановском районе в ДТП из-за ссоры во время движения на автомобиле погибла невеста водителя. На втором километре автодороги Давлеканово-Буздяк 27-летний местный житель за рулем «Шевроле Круз» совершил опрокидывание автомобиля в кювет. В результате аварии 29-летняя пассажирка скончалась на месте. Со слов водителя, авария произошла в момент ссоры со своей пассажиркой, в ходе которой он отвлекся и потерял управление. Известно, что молодые люди планировали бракосочетание в конце месяца. Уважаемые водители, основными мерами, предупреждающими опрокидывание автомобиля, являются снижение скорости, плавное торможение и повороты рулевого колеса. Любое выяснение отношений за рулем может спровоцировать водителя на опасное вождение и его печальные последствия. Каждый день мы общаемся с людьми, решаем вопросы, строим планы, радуем. Но общение может принести не только приятное, если оно за рулем. Не отвлекайтесь за рулем. Конструкция квадроцикла не предусматривает возможность безопасного совершения крутых поворотов на высоких скоростях. Пытаясь совершить резкий поворот, водитель рискует перевернуть транспортное средство вместе с собой, что чревато летальным исходом или тяжелыми последствиями для здоровья. И если в случае с мотоциклом последний при подобной аварийной ситуации отлетит в сторону, то квадроцикл в большинстве случаев накрывает всей своей тяжестью водителя, как это произошло в Абзелиловском районе. А вес такого транспортного средства порядка 300 килограммов. Вблизи озера Яктыкуль 19-летняя девушка без прав за рулем квадроцикла допустила опрокидывание транспортного средства. В результате аварии девушка от полученных травм скончалась в карете скорой медицинской помощи. Известно, что квадроцикл не был зарегистрирован в установленном порядке. С начала времени ведения земледельческого хозяйства участились дорожные происшествия с участием мотоблоков, нередко с летальным исходом. Лица, управляющие такими самоходными транспортными средствами, часто не имеют навыков управления. В Белебеевском районе на улице Овражная, деревни Гусаркина, 61-летний местный житель за рулем мотоблока «Хатер» совершил съезд под мост, в результате чего погиб. Известно, что мужчина водительских прав не имел и, со слов местных жителей, злоупотреблял спиртными напитками. Стоит отметить, нетрезвые водители являются главной опасностью на дороге, создавая угрозу не только себе, но и другим участникам дорожного движения. Алкоголь притупляет реакцию и не позволяет контролировать процессы управления автомобилем. Так, в Иглинском районе в ДТП оборвалась жизнь водителя, который после распития спиртных напитков в течение дня решил покататься на своей автомашине. В ночное время на первом километре автодороги Орловка-Аша 32-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа за рулем автомобиля «Лада Гранта» совершил опрокидывание в кювет. В результате аварии водитель скончался на месте. Его 18-летний пассажир из Челябинской области травм не получил. Его спас ремень безопасности. Жизнь состоит из разных эпизодов, хороших и плохих. И в жизни нет функции перемотки назад, чтобы исправить ошибки. Принимайте правильные решения. Не садитесь за руль в состоянии опьянения. Республиканская госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, иначе могут быть печальные последствия. В столице республики в ДТП с участием 3 автомобилей пострадали 8 человек, в их числе и пешеходы. На перекрестке улиц Карла Маркса и Пушкина столкнулись 3 транспортных средства – Ford Transit, Subaru Forester и Audi A4. От удара автобус отбросило на 3 пешеходов. В результате ДТП водители общественного транспорта, избитые им пешеходы, среди которых есть 11-летняя девочка, а также водитель Audi и его 3 пассажира, были доставлены в больницу. По имеющимся сведениям, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении. Сотрудники ГИБДД Уфы обнаружили у водителя маршрутного автобуса поддельное водительское удостоверение.
Во время несения службы на улице 50 лет октября сотрудниками ДПС за нарушение ПДД был остановлен автобус «Лотос» маршрута номер 167. 38-летний уфимец за рулем пассажирского транспорта предъявил сотрудникам ГИБДД иностранное национальное водительское удостоверение. При проверке по базам данных было установлено, что документ с указанным серийным номером не выдавался, что вызвало сомнения о его подлинности. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где документ был изъят и направлен на экспертизу. По данному факту грозит возбуждение уголовного дела по статье как подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печати и бланков. За управление транспортным средством водителем, не имеющим такого права, мужчина был привлечен к административной ответственности. Неприятности с автомобилем? Мы решим эти проблемы. Добро пожаловать в Bosch Diesel, в авторизованное гарантийное представительство фирмы Bosch. Опытные специалисты выполнят полную и точную диагностику вашего автомобиля, а затем профессионально устранят найденные дефекты. Мы обеспечиваем надежность. Телефон 8 986 700 1202. Проектирование, газификация и монтаж котельных, прокладка газовых сетей, водопровода, канализации и теплоснабжения. Компания «Уфа-Строй». Серьезный подход, контроль и качество. Покоряй дороги, наслаждайся свободой, становись успешнее. Автошкола «Беркут». Приходи учиться, стань уверенным водителем. Чувствовать себя комфортно в своем доме и быть окруженным красотой. Не это ли главное желание человека? Предлагаем вашему вниманию Завидово Вилледж. Экологически чистый поселок недалеко от Уфы. Завидово Вилледж. Настоящая магия жизни на природе. Телефон для справок 294 308. Код города 347. Присылайте свои видео на наш телеграм-канал Дорпатруль Уфа, в нашу группу ВКонтакте, на наш номер WhatsApp 8 927 350 63 94. Вы смотрели «Дорожный патруль Уфа». Будьте предельно внимательными на дорогах, берегите себя.